Гостей встречает ансамбль скрипачей «Сельсибиль». Молодые врачи, педагоги, общественники, ученые и политики собрались на важном событии – презентация крымско-татарского журнала «Несель». На руках присутствующих третий номер журнала. Каждый с интересом знакомится с изданием и уже читает интервью об интересных героях. Одна из них – молодой дизайнер Низея Миршах. Здесь она впервые представила крымской публике свою новую коллекцию одежды «Я Заман». Это коллекция в стиле конструктивизм и этно. Основная задача коллекции – вывести этническую крымско-татарскую одежду из музея, сделать ее более повседневной, более современной, но сохранить какие-то очень важные моменты. На страницах журнала свое место найдет все, что связано с крымско-татарским народом, уверен главный редактор. Это материалы о культуре, религии, истории, традициях и достижениях молодых крымских татар. А главная задача редакции – обеспечить высокий уровень публикации и следить за читательским интересом. Мы хотим показать другую сторону жизни, что помимо каких-то бытовых проблем есть еще огромное количество прекрасного в этом мире, как культура, как какое-то хобби, мода и так далее и тому подобное. Хотим, чтобы наш народ развивался и был всесторонне развит. Молодежный журнал «Несель» получил второе дыхание и перезапустился в новом формате. Его первый номер был выпущен еще в 2008 году. Теперь при поддержке государства он будет издаваться ежеквартально. Тираж составит 1000 экземпляров. На сегодняшний день нашли возможность при государственной поддержке возобновить производство. И вот уже мы являемся сегодня свидетелями того, какое приятное событие. Это третий номер, который уже не просто 50-листовый журнал имел, а уже 130 с лишним страниц. Он очень много рубрик новых открыт. И культура, и спорт, и религия. Над созданием журнала работает целая команда. Это журналисты, дизайнеры, историки и просто активные молодые люди, интересующиеся жизнью крымских татар. Молодежный журнал «Несель», который с сегодняшнего дня будет издаваться при поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым и медиацентром имени Исмаила Гаспринского. Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что у нас в Крыму сегодня подобного журнала нет. То есть по его наполняемости, по его оформлению, по тому, какие темы он затрагивает. Презентация журнала в таком формате прошла впервые. Главная цель организаторов – объединить крымско-татарскую молодежь и развиваться в современном мире. Для нас вот данная перспектива и нахождение вот таких вот точек роста позволяет говорить о том, что молодежь сегодня коммуницирует, общается и, конечно же, находит себя вот уже в новых формах, в новых реалиях. Конечно же, мы со своей стороны будем всячески помогать и содействовать. В ноябре этого года будет выпущен 4-й номер, а в 2020 году журнал «Несель» будет заведен в подписку. Также его можно найти в продаже в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия. Султаниса Такаева, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет».